1 декабря Президиум Верховного суда в новом составе под председательством Саиды Будбы рассмотрел жалобу администрации Ткорчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры Илоны Богателя. На процесс, как и 10 ноября, не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициня и ответчик, главврач Ткорчалской ЦРБ Лаля Гаргуля. Несмотря на то, что адвокаты, представляющие интересы ответчика, были против продолжения слушания без представителя Генпрокуратуры, заседание было продолжено. В своей надзорной жалобе к Президиуму Верховного суда сторона ответчика указала, что решение суда первой инстанции не могло быть отменено по одним лишь формальным основаниям, и в связи с этим, по их мнению, несостоятелен вывод кассационной коллегии, который удовлетворил иск уволенной медсестры Илоны Богателя. Утверждение коллегии о том, что уволена Богателя в нарушении трудового законодательства и трудовой договор с ней не был прекращен, также не обосновано, так как приказ за номером 81 Ткорчальской ЦРБ об увольнении 9 декабря 2022 года, он и есть акт о прекращении договора с Богателя в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Республики Абхазия. Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя за исключением прекращения трудового договора в случае смерти работодателя и так далее. В акте работодателя должно быть указано основание прекращения трудового договора в соответствии с кодексом, в соответствии с трудовым кодексом. Датой прекращения трудового договора является последний день работы, за исключением случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе. Копия акта работодателя о прекращении также вручается работнику под роспись, направляется ему письмом с уведомлением в 3-дневный срок. В случае, когда акт работодателя о прекращении трудового невозможно довести до сведения работника, соответственно, составляется соответствующий акт и производится, и в соответствии с которым с ним знакомиться и под роспись. Что касается довода коллегии о незаконном увольнении Богателя с приказом за номером 10 от 1 марта 2023 об освобождении от должности дежурного фельдшера скорой помощи в связи с отсутствием на рабочем месте более 2 месяцев, также считаем необоснованным, так как уволена Богателя по части 1 статьи 56 Трудового кодекса Республики Абхазия, согласно которой основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя является отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд за один рабочий день, а истица Богателя отсутствовала на рабочем месте более 2 месяцев. Кроме того, председатель кассационной коллегии судья Пиля, она не могла участвовать в рассмотрении данного дела. Ее необходимо было отвести в соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 16 Гражданского процессуального кодекса, так как судья не может участвовать в рассмотрении гражданского дела и подлежит отводу, если является членом семьи, родственником или родственником супругов кого-либо из лиц, участвующих в гражданском деле, либо их представителей. Адвокат истицы Тея Чагунава не согласилась с доводами представителей администрации Ткорчалской больницы. По ее словам, несостоятельно утверждение о том, что районный суд принял по существу правильное решение и по формальным соображениям отменять его нельзя, поскольку кассационная инстанция усмотрела серьезные нарушения норм материального права, которые никак нельзя назвать формальными. Кроме нарушения материального права, Ткорчальский районный суд в нарушении норм ГПК Республики Абхазия не дал доводам и доказательствам по делу должной оценки и сделал выводы о том, что при издании приказов были допущены незначительные нарушения норм трудового законодательства, которые не являются основанием для отмены приказа. Важное значение суд отдал тому, что приказы зарегистрированы в книге приказов, так сказать, железное обоснование выводов. Требования части 4 статьи 196 ГПК Республики Абхазия судом не были соблюдены, то есть в мотивировочной части решения суд не указывает, на основании каких обстоятельств и доказательств основаны его выводы. Также не указаны доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, не указаны законы, которыми суд руководствовался. Богателя обратилась в суд с иском, мотивируя свои требования тем, что руководство ЦРБ уволило ее с работы без оснований, оставив без материального содержания ее 2 малолетних детей. Приказ номер 81 от 9.12.22 года
об увольнении Богателя был издан руководителем ЦРБ на основании незаконных актов о дисциплинарном нарушении с ссылкой на пункт 14 статьи 56 Трудового кодекса. Мало того, что мы судимся о незаконности одного приказа на протяжении нескольких месяцев первой инстанции, руководство Творчальской ЦРБ идет на такой поступок, ну просто я не нахожу слов, как это объяснить, как можно объяснить действия руководителя, которому в исковом заявлении указывается о таких-то нарушениях, и он заново в ходе процесса допускает такие же нарушения, грубые нарушения Трудового кодекса и увольняет работника также грубо со второй должности. Руководство ЦРБ нарушило все мыслимые и немыслимые нормы закона. Незаконные действия Гаргуля являются для Богателя унизительными, оскорбительными и причиняющими ей моральный вред. Она обращалась за помощью к врачам и проходила соответствующее лечение, что подтвердила в суде соответствующими документами. И в связи с этим на основании статьи 151 Гражданского кодекса Республики Абхазия требовала взыскать с ответчика компенсации морального вреда. Творчальский районный суд при рассмотрении дела по существу установил все вышеперечисленные нами факты, которые были подтверждены как письменными, так и свидетельскими показаниями. Однако в нарушении норм ГПК не дал им должной оценки, не сделал вывода о том, что при издании приказов были допущены незначительные нарушения норм трудового законодательства, которые не являются основанием для отмены приказа. Когда открылось отделение скорой помощи, меня назначили на должность старшего фельдшера, так как я по образованию и по опыту работы подходила на эту должность. У нас по скорой не было ничего. Главврач Гаргулья Лалита Амазовна отказывала во всем, так как считала, что мы отнимаем работу у приемного покоя и не хотела его открытия. У нас в работе скорой часто не хватал расходный материал, канцелярские принадлежности, хозяйственная часть, много чего приобретали сами. Бланки по скорой, их немало, и я их печатала из своих денег. Так как руководила скорой помощью, заступалась за персонал неоднократно, который необоснованно притеснялся главврачом. Мы, работники больницы, не получали заработную плату в течение 3 месяцев и надбавку к зарплате. И мы, работники больницы, нас было около 47 человек, обратились к местным депутатам за помощью в решении нашей проблемы. Если на месте нам не помогут помочь, мы хотели поехать дальше, добиваться справедливости. Но меня показательно сняли незаконно, сняли по надуманным нарушениям, что я не совершала. В результате остальные работники ЦРБ под страхом увольнения отказались от идеи добиться справедливости выше. В результате 12 декабря я была уволена, я подала заявление в суд, чтобы решить проблему незаконного увольнения с работы, которую я посвятила большую часть своей жизни. Надеюсь на наш абхазский суд, так как мы живем в свободном правовом государстве, я на это надеюсь. За время вынужденного прогула я очень сильно переживала и серьезно заболела. Я обращалась к невропатологу, кардиологу, очень долгое время была на различных препаратах и по сей день еще не могу окончательно восстановиться из-за переживаемого стресса, который я испытываю с момента увольнения уже год. Я мать 2 несовершеннолетних детей, супруг участник афганской войны. Во время нашей войны народа Абхазии он был в плену около 6-7 месяцев у грузин. Главврач Гаргулья Лалита Амазовна не считает с законами, она считает, что ей все дозволено. Я пишу объяснительное, чтобы улучшить работу скорой помощи, но главврач игнорирует мои требования. Прошу и надеюсь на ваше законное решение.
Также представитель юстиции отметила, что судья Верховного суда Оксана Пилия не состоит в родстве с супругом Илоны Богателя, они лишь однофамильцы. К тому же при рассмотрении дела кассационной коллегии у ответчика не было возражений к составу суда. Замгенпрокурора Дамир Квициня, который отсутствовал на процессе ввиду загруженности, прислал заключение по рассматриваемому делу. В нем он назвал алогичным содержание просительной жалобы представителей Ткорчалской районной больницы. Квициня попросил суд оставить надзорную жалобу без удовлетворения. Президиум Верховного суда Абхазии удалился в совещательную комнату. Президиум Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь пунктом 1, частью 1 статьи 369 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, постановил определение кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия 12 июля 2023 года по исковому заявлению Богателя к государственному учреждению администрации Ткорчальского района Центральной районной больницы о признании приказа об увольнении незаконным его отмене, о признании приказа дисциплинарного взыскания незаконным, о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о взыскании компенсации морального вреда, о возмещении расходов на оплату услуг представителя оставить без изменения, надзорную жалобу без удовлетворения. Полный текст постановления президиум будет изготовлен в установленный законодательством срок. На этом заседание президиума объявляю закрытым. Напомним, медсестра Илона Богателя была уволена руководством Ткорчалской ЦРБ в декабре 2022 года. Медик проиграла в районном суде, но позже обжаловала это решение в кассации. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.